Сейчас мы попробуем провести сердечно-легочную реанимацию. Для начала, мне кажется, нужно как-то зафиксировать голову, чтобы она не была опрокинута. Если, например, сердце остановилось после рвоты или еще чего-то, то нужно очистить легочные пути, соответственно, а потом правое начать делать сердечно-легочную реанимацию. Это тяжело. И потом уже вкачивать воздух в легкие. Я не уверена, насколько все это было правильно, поэтому давайте спросим эксперта, фельдшера скорой помощи Дмитрия. Смотрите, при оказании медицинской помощи пациенту, даже прежде чем сесть на колени, ну ладно, я объясню, нужно убедиться в собственной безопасности. То есть пациент может лежать на проезжей части, вы не будете оказывать, нужно его перенести, потому что вас собьет машина, помощь нужно будет оказывать вам. В доме, в каких-то завалах, упал потолок, человек умер. Тоже, да, нужно его оттуда вынести уже не нашими силами спасателей, они нам выносят. Повреждение электрическим током, на нем лежит провод. Вы тоже не будете к нему подходить и оказывать. То есть этот провод надо убрать, потому что током ударит и вас. Либо человек гулял с собакой со своей и умер. Собака, естественно, хозяина будет охранять. Она будет на вас кидаться. То есть нужно как-то сделать, чтобы собаку кто-то увел. И только тогда начать оказывать скорую медицинскую помощь. Значит, какие у вас были ошибки? Нужно сначала проверить сознание. То есть мы берем пациенту сердечко и трясем. С вами все нормально. Что с вами случилось? Ответа нет. Значит, человек находится без сознания. Дальше. Мы запрокидываем человеку голову и открываем, запрокидываем дыхательные пути. Если это ДТП или падение с высоты, или вы не знаете, почему человек умер, вот это запрокидывание максимально делать не нужно, потому что вдруг у него сломаны шейные позвонки, так вы еще и усугубите травму, и человек еще больше будет в тяжелом состоянии. Понятно, да? Открыть ротовую полость, посмотреть, есть ли что-то там, если есть съемные зубные протезы, их тоже снять. Проверяем дыхание, слушаем. Одновременно смотрим экскурсию грудной клетки. Женщины дышат грудным дыханием, мужчины брюшным, да? Экскурсии нет, значит человек не дышит. Плюс проверяем пульс на сонных артериях с двух сторон. Пульсации нет. На сонных, не вот на этих, не на лучевых, не на плечевых, а именно на сонных, именно с двух сторон. Все, вы удостоверились, это все надо делать за себя. Удостоверились, сознания нет, дыхания нет, сердечной деятельности нет. Приступаем к реанимации. У взрослых реанимацию проводят, начинают с массажа грудной клетки. Давайте я покажу, вы меня направляете. Вот так, да? Нет, не так. Во-первых, освободите ведну, если это галстук, все это расстегнуть. Руки вот, от края мочевидного отростка, 2 поперечных пальца, и начинаем. 5-6 сантиметров продавливаем. И 100 минут. 30 раз считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 вдоха. Если мешка амбу нету, зажимаем нос. Дальше продолжаем непрямой массаж сердца. Итак, 2 30. 30 нажатий, 2 вдоха. 30 нажатий, 2 вдоха. Нажатие нужно проводить со скоростью не менее 100 минут. Одному это делать очень тяжело, руки вы опять неправильно поставили. Вот так. Вот можно вот так. Можно одну руку так, вторую взять замок, но тогда вот надавливаем вот этим местом. Вот, если вам так удобно. Если нет, то вот. Просто 2 ладони друг на друга. И вот этим местом давим. Вот так может, да? Нет. Давим вот сюда. И руки не отрываем. Руки должны быть прямые. Давим телом, потому что если вы будете давить руками, у вас быстро устанете. Это очень тяжело. Это очень тяжело, поэтому одному реанимацию оказывать это очень сложно. Даже двоим. Меняться нужно час. И потом 2 вдоха. И повторить. И повторить. И так повторяем, контролируем, если вдруг
появился пульс, дыхание, значит, скорую помощь вызвали, да, тогда больного, то есть он находится без сознания, но дыхание и пульс уже появился. Больного переводим в устойчивое боковое положение.